Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов-112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем мужчину, задержанного по подозрению в изнасиловании 8-летней девочки в поселке Дербышки. Тот, в свою очередь, завел девочку в лесопосадку и надругался над ней. Подозреваемому избрали меру пресечения. Расскажем о приговоре 3 мужчинам, пытавшим пенсионерку, требуя отдать 50 тысяч рублей. Меня вы застрелите, но не режьте. Но я наставил, считать стал 1, 2, 3. Думаю, ну сейчас все. А также что и как тайно проносят в места лишения свободы. Он меня попросил, вот я и сделал доброе дело. Откровения курьеров и мнение УФСИН. Это не только прямо сейчас. Он прятал лицо, просил убрать видеокамеры и членораздельно не сказал ни слова. Сегодня 38-летнему мужчине, подозреваемому в изнасиловании 8-летней девочки в лесопосадке в поселке Дербышки, в Советском суде Казани избрали меру пресечения. Айрат Назипов продолжит. В присутствии видеокамер подозреваемый старательно прятал свое лицо. На вопросы не отвечал, заявил лишь, что его вина не доказана. Напомним, его подозревают в изнасиловании 8-летней девочки. Преступление произошло, когда школьница вместе с подругами возвращалась домой с уроков. К ним подошел 38-летний житель города Казани и предложил сходить посмотреть на щенков. Одна из девочек в возрасте 8 лет согласилась и пошла с мужчиной. Тот, в свою очередь, завел девочку в лесопосадку и надругался над ней. Девочка находится в больнице. Предполагаемого злоумышленника полицейские задержали спустя несколько часов. Им оказался 38-летний нигде не работающий мужчина. Он жил в съемной квартире вместе с сожительницей недалеко от места преступления. В 2005 году он был судим за изнасилование и был приговорен к 10 годам лишения свободы. Освободился в 2015. Сегодня мужчине избрали меру пресечения. Процесс был закрытый по 2 причинам. Преступление против половой неприкосновенности и пострадавшая несовершеннолетняя. Следствие попросило суд арестовать мужчину на 2 месяца. Ходатайство было удовлетворено. 38-летний подозреваемый пробудет за решеткой как минимум до 17 ноября. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов-112. Водитель цементовоза стал причиной серьезного затора на проспекте Победы в вечерний час пик. Грузовик вылетел с дороги, снес забор и остановился перед трамвайными путями. При этом груженный прицеп остался стоять на дороге, перегородив несколько полос. Анна Городнова о причинах. Мокрая асфальт, ну какая-то причина же есть, наверное, нет? Что? Наверное, говорю, есть. Зато никак. Водитель цементовоза был в плохом расположении духа, но рассказал, что кроме него самого винить в произошедшем некого. Движение в вечерний час пик было плотным, и вдруг машина впереди стала довольно резко тормозить. Причина была: чуть дальше по принципу домино столкнулись 3 легковушки. Нажал на тормоз и водитель фуры, но так быстро остановить грузовик с тяжелым прицепом ему не удалось. Передо мной шла машина, так я поздно заметил, чтобы не врезаться, не взял, наверное. Сбросить скорость до столкновения мужчине все же удалось, поэтому удар оказался не сильным. Прицеп грузовика остался на проезжей части и перекрыл 3 полосы для движения других автомобилей. Но убирать грузовик с дороги мужчина не стал, решил дожидаться автоинспекторов. Анна Городнова, Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев, Вызов-112. «Опель» и БМВ не смогли поделить перекресток улиц Сибгата Хакима и Абдуллы Бичурина. 39-летняя женщина, водитель последней, как установили автоинспекторы, выехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в «Опель», после чего БМВ отбросила на металлическое ограждение проезжей части. 33-летний водитель «Опеля» во время столкновения ударился головой и получил ушиб мягких тканей затылочной области. Через час совсем рядом на перекрестке улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина столкнулись каршеринговый Volkswagen Polo и «Шанс». Как установили автоинспекторы, 24-летний водитель арендованного автомобиля, разворачиваясь, не уступил дорогу встречному «Шансу». 32-летний водитель последнего избежать столкновения не смог. В результате аварии получил ушиб шейного и грудного отдела позвоночника. Нижнекамский городской суд поставил точку в резонансном уголовном деле. Оглашен приговор 3 жителям Чистополя, которых обвиняли в жестоком разбойном нападении на пожилую женщину. 2 из них – отец с сыном. Все произошло в минувшем году в селе Ачи. Требуя денег 50 тысяч рублей, взрослые здоровые мужчины зверски пытали пенсионерку. Алия Хайрудинова о решении суда.
На скамье подсудимых трое мужчин, отец, сын и их общий знакомый. Они прячут лица и говорят, что сожалеют. Жители Чистополя совершили разбойное нападение на пожилую женщину. Несмотря на очевидность обвинения, жена старшего подсудимого уверяет, что сына подставил отец. Он повез отца, он не знал, куда он везет, зачем. Попросил отец насчет металла договориться съездить, вот он поехал. Эта история год назад буквально потрясла село Очи Нижнекамского района. В дом потерпевшей проникли 2 человека в масках. Требуя денег, они пытали ее. Били молотком, душили, угрожали ножом и пистолетом. Ну как, вот дашь деньги, жить тебе охота? Я говорю, как не охота? Конечно, охота. Ну давай деньги. Ну я говорю, лучше меня вы застрелите, ну а не режьте. Ну, я наставил, считать стал 1, 2, 3. Думаю, ну сейчас все. Злоумышленники действовали жестоко, цинично и беспощадно. Их добычей стали 53 тысячи рублей. На улице товарища и его отца ждал 23-летний мужчина. В ходе заседания он не раз менял свои показания. Говорил, что виновен только в том, что подвез подсудимых до места инцидента. Но суд счел все его истории неубедительными. Каждому в отдельности признать виновным в совершении преступления присутствует в части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить им наказание по данной статье. Обвиненного судили лишение свободы сроком 7 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительном колонии строгого режима. Отец и сын проведут за решеткой 7 лет. Их товарищ 11, так как он ранее уже был судим. Потерпевшей в зале суда не было, плохо себя чувствует, но ее родственников приговор удовлетворил. Подсудимые же намерены в ближайшее время его обжаловать. Алия Хайрудинова, Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов, вызов 112. Взял чужое, доказывая, что это его собственность. Полицейские Казани задержали 22-летнего молодого человека по подозрению в разбое. Как считают оперативники, именно этот мужчина зашел в магазин, взял ящик для инструментов и покинул заведение. Когда парни попросили вернуть чемодан, он взялся за нож. Что было дальше, расскажет Айрат Назипов. Ранее привлекались? Да. Когда? В 2016 году. В очередной раз в поле зрения оперативников молодой человек попался после похода в сетевой магазин на улице Сахарова. По версии администратора заведения, неизвестный парень взял с прилавка ящик для инструментов и, не оплатив товар, покинул торговую точку. Я взял его, вышел на улицу. Пошел, там вышел администратор за мной. Он говорит, чьи чемоданы? Я говорю, это мой чемодан. Все, я сказал, верни чемодан. Я говорю, это мой чемодан. Все, пошел. Спор о принадлежности чемодана попал на камеру видеонаблюдения. Завершился он так же быстро, как и начался. По рассказам администратора, предполагаемый злоумышленник достал из сумки нож и, угрожая им, покинул место происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции Азина задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Казани. Кроме этого, полицейские установили, что молодой человек причастен еще к 2 кражам из магазинов и краже из автомобиля. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Дожидаться суда он будет за решеткой. Айрат Назипов, вызов 112. 35 литров спиртных напитков промышленного производства, 350 граммов наркотических средств и чуть меньше 2000 мобильных телефонов. Все это с начала года попытались доставить на территорию исправительных учреждений в Татарстане. Правда, тщетно. Сотрудники УФСИН рассказали о способах доставки запрещенных предметов и о методах их предотвращения. Рамиль Галиуллин о противозаконных почтальонах, их пути в места не столь отдаленные. Попытки доставить на территорию исправительных учреждений запрещенные предметы сотрудники УФСИН пресекают на корню. Чаще всего осужденным пытаются передать сотовые телефоны. С начала этого года до адресатов за колючей проволокой не дошли чуть меньше 2000 гаджетов. Также популярностью пользуются спиртные напитки и наркотики. Вот смотрите, пожалуйста. Это гашиш, так называемый по вашему плану, правильно? Да. Способы доставки могут быть разные. В основном это перебросы. Но нередко люди пытаются пронести запрещенное через пункт досмотра. Например, однажды женщина пыталась доставить наркотики в завернутом полотенце. Результат, как правило, всегда один. Стал ночью, я буду проверять. Я даже не думал, я уж смелым просто. Потом меня попросил, вот я и сделал доброе дело. Такие отговорки уйти от ответственности не помогают. Уже с начала года за подобное в республике осудили 77 человек. Однако попадает и тем, кто находится по ту сторону решетки. В результате данных противозаконных действий гражданских лиц к ответственности привлекаются и осужденные, которым они предназначались. Они ставятся на профилактический учет, что может стать в дальнейшем причиной отказа в условно-досрочном освобождении или от перевода на более мягкие
мягкий вид наказания. В УФСИН напоминают, по всей территории исправительных учреждений установлены видеокамеры. Наблюдение ведется круглосуточно, а потому шансы на удачную пересылку запрещенных предметов стремятся к нулю. Рамиль Галиуллин, Айрат Назипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.